Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 15 февраля в нашей истории. 15 февраля 1989 года советские войска были полностью выведены из Афганистана. Жертвами этой войны стали около 15 тысяч советских солдат и офицеров и более 100 тысяч афганцев. В десятилетней афганской войне из Абхазии участвовало 136 человек. 11 из них получили ранения, 15 человек погибли, 13 из них посмертно награждены орденом «Красная звезда». Воинами-интернационалистами являются кавалеры ордена «Красная звезда», герои Абхазии, министр обороны Мераб Кишмария и начальник Государственной миграционной службы, председатель Абхазского союза ветеранов Афганистана Владимир Аршба. 15 февраля 1994 года Комитет по делам СНГ сделал заявление по итогам закрытых парламентских слушаний о российско-грузинских отношениях. В заявлении отметили, что комитет намерен настаивать на отсрочке ратификации договора с Грузией до урегулирования абхазского и юго-осетинского конфликтов. Комитет поставил под сомнение способность Тбилиси гарантировать строгое выполнение положений договора о непередаче вооружений и военной техники третьей стороне. 15 февраля 2006 года парламент Абхазии ратифицировал договор о мире и сотрудничестве между Абхазией и Южной Осетией. В договоре стороны выразили готовность оказывать взаимную помощь в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Предполагалось также сотрудничество в экономической, культурной и социальной сферах. 15 февраля 2008 года состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентами Абхазии и Южной Осетии Сергеем Багапш и Эдуардом Кокойтой. По итогам встречи Сергей Лавров заявил, Россия изменит политику в отношении Абхазии и Южной Осетии в связи с ситуацией в Косово. 15 февраля 2009 года Совет безопасности ООН на открытом заседании единогласно принял резолюцию 1866, продлевающую на 4 месяца мандат миссии ООН в Грузии и Абхазии. В ней не содержалось никакого упоминания о территориальной целостности Грузии и никаких ссылок на принадлежность Абхазии к Грузии, как это было ранее в документах ООН. А бывшая миссия ООН по наблюдению в Грузии названа впервые «Миссия ООН без географического определения». 15 февраля 2010 года абхазская диаспора, проживающая в Турции, объединилась в Федерацию абхазских дернеков. Федерация объединила дернеки 5 городов – Стамбула, Инегёля, Дюзджи, Балу и Анкары. По словам представителя Федерации Феридуна Акуспа, целью этого объединения является организация различных мероприятий по сохранению народных ценностей, культуры и передаче их молодому поколению. 15 февраля 2012 года Банк Абхазии выпускает в обращение серебряные монеты номиналом в 10 апсар с изображением православных храмов Абхазии. На монетах с выборочным золочением изображены Дранский Успенский собор, Пицунский собор святого Андрея Первозванного, Лыхнинский Успенский храм, Мыкский Успенский собор, Новоафонский храм святого Симона Канонита, Бедийский собор Святой Богородицы Марии и Елырский храм святого Георгия. Монеты изготовлены качеством Proof-like, тиражом по 500 штук. Художник Батал Джапуа. 15 февраля 1875 года родился Владимир Филатов, офтальмолог, хирург, лауреат Государственной премии СССР. Разработал методы по пересадке роговицы, тканевой терапии. Дружил с Андреем Чочуа, просветителем и политическим деятелем Абхазии. По методу Филатова была проведена тканевая терапия в Сухуме офтальмологами Абхазии. По его рекомендации был поставлен вопрос об очистке Пицунской рощи от опавшей хвои, дальнейшем размножении сосны и увеличении насаждений пробкового дерева в Абхазии. При Сухумской первой городской больнице было открыто отделение Одесского института глазных заболеваний. Приезжая в Сухум, он принимал местных больных. 15 февраля 1946 года родилась Бедиз Корацхилепха, представитель абхазской диаспоры, общественный деятель. Является членом Кавказского комитета по поддержке Абхазии в Стамбуле, заместитель руководителя Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Принимала участие во многих международных конгрессах и конференциях, посвященных проблемам независимости Абхазии. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 15 февраля в мировой истории. 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля в США – День президентов. 15 февраля в Канаде отмечают День национального флага. 15 февраля 1895 года – день рождения Российской академии музыки имени Гнесиных.
15 февраля 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР были запрещены браки между советскими гражданами и иностранцами. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 15 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2010 году. Это плюс 15 градусов. Самая же низкая температура плюс 1 градус в 2011 году. Это вся информация на сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.